Мгм. Дальше вытаскиваем кусочек побольше. Здесь уже можем вот так вот вернуть в исходное положение. Вот так.
пробовал вот эту башкирскую глинку и рис. Кто знает, пишите, какая она на вкус. Понравилась она вам или нет. Такая пыльненькая, видите, прям. Красота. Я хочу ее поколоть. Как только мне надо вот этот. Господи, куда мне его брать? Ладно, сюда пакеты. Ну так что, пробовали, не пробовали ее. Сейчас вроде какой-то пыльный вроде аромат, или мне кажется. Рубин и рис, господи. Как я назвала ее, я уже забыла. Рубин, это рубин. Я, наверное, и риску говорила, чтобы не могу путать. Так, ну посмотрим. Красота. Красота. Вообще красота. Угу. Я ставлю такой кусочек. Смотрите, прям какой красный. Вау. Кроваво-красный. Интересно, какая она внутри, потому что, смотрите, она такая светлая. Это-то вроде тоже да, у вас светлая. А вот центр какой у нее. Я такая, без боя не сдаюсь. Слушайте, ну друзья, как ее колоть-то, а? Она такая тяжеленная прям. Ой. Ой. Хорошо успела этот кусок. Вау. А у меня из окна видно вот такие горы. Обалдеть. Вообще красотища-то какая. Так. Как-то вот не хочется, чтобы она на маленькие кусочки всего лишь билась. Угу. Красота. Запах непонятный. Уже успела кончиться спалить на телефоне. Мучнистая, наверное, глина. Вау.
Ну-ка, не шалить. Ну-ка. Так. В общем, давайте рассмотрим. Вот она. Вот он наш рубин. Я просто перед этим занималась ириской. И до сих пор ирис, вот это все. А это рубин. Рубин. Ну-ка. Как сильно прилипает. Но он еще такой влажноватый все-таки, оказывается. При том, что он здесь вот такой сухой. Слушайте, да? Угу. Он влажноватый. Очень молочный вкус. Аж прям... А чуть сильно не схлебнулась, слушайте. Неожиданно для меня. Очень молочная глинка. Я вот такого вкуса вообще, знаете, не ожидала. Просто глина красная. Ожидаешь какой вкус любой угодно, но не прям молочный. Сейчас. Так, сейчас мы вот так видим. Какая красотища.